Добрый день всем. Я, я присоединяюсь, конечно, ко всем словам сказанным. Еще во время наших протестов в 2019 году я сразу сказал, что во многом наш протест был вдохновлен ингушским протестом. Мы увидели вот эту вашу сплоченность, как это действует на сознание людей, и мы поняли, что в принципе возможен такой массовый коллективный протест, и, в общем-то, успехи нашего протеста во многом связаны с успехами вашего. Мы, конечно, следим, возмущены вот этими уголовными статьями, фактически пытка над Зарифой Саутиевой, когда ее выпустили, через неделю опять закрыли, это просто издевательство какое-то. Это все, конечно, вызывает возмущение, но я думаю, об этом сегодня будут говорить все. Я хотел бы сказать немного о другом. Мне кажется, чтобы наши протесты были более эффективными, нам надо создавать какие-то постоянно действующие координационные органы. То есть нам для этого сейчас не обязательно съезжаться куда-то, мы можем точно так же в Zoom консультироваться. Но чтобы вот эти вот протесты не вспыхали, не угасали в одних регионах, чтобы цепочка проходилась, как, ну, если не по всей стране, то хотя бы по соседним регионам. Я думаю, вот такие органы координационные могли бы прорабатывать общую тактику. Нам бы не помешал креатив друг друга, потому что мы видим, что массовые протесты все-таки не достигают своей цели. Значит, нужно что-то менять, значит, нужны еще какие-то подходы. Вот, много говорится о том, что мы должны действовать в легальном поле, но смотрите, что происходит в Калмыкии, да, ну, чтобы согласовать митинг, его очень трудно согласовать. А сейчас нам выделили специально отведенное место для массовых мероприятий на ипподроме. Это фактически за городом. Ну, издевательство какое-то. Как находиться в легальном поле, да, вот, если просто власть издевается. Все эти вопросы мы могли бы вместе прорабатывать, потому что вот, ну, в Калмыкии очень мало народу, и постепенно вот этот креатив иссякает, и нам бы не помешало опыт других регионов. Я думаю, вам тоже бы не помешал опыт наших протестов, потому что определенные успехи были у нас. Я думаю, сегодня у нас нет дискуссий, но мы всегда на связи, мы в соцсетях. Я думаю, мы можем это потом проговорить отдельно и как-то переходить уже на новый уровень, потому что сегодня издеваются над вашими политзаключенными, завтра это будет ждать любых, в любых регионах. И когда у нас кончится терпение, вот это тоже большой вопрос, насколько мы можем еще дальше терпеть. Потому что все, что происходит с вашими политзаключенными, это вызов, это, ну, просто открытый вызов, типа, мы можем и так, и что вы сделаете. Я думаю, когда-то мы уже, да, должны ответить, и ответить ну, по-настоящему, более массово, более конкретно, что ли, скажем так. Поэтому еще раз, свободу политзаключенным, мы следим за вами, мы с вами, и мы готовы к сотрудничеству. Да, давайте прорабатывать вот эти варианты, да, давайте создавать какие-то межрегиональные органы, и будем как-то вместе выруливать из этой ситуации. Все, спасибо.